Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кто думает о вас по ночам? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. В каких энергиях вы сейчас находитесь, что вас окружает. Здесь показывают женщину. Женщина-загадка, женщина таинственная. Вы цепляете противоположный пол своей таинственностью, своей манерностью вот загадочной. Вот даже многие люди о вас думают то, чем вы или кем вы не являетесь. Здесь какой-то такой стертый или мутный портрет. Вас увидели, какой-то определенный у каждого сложился портрет о вас. Вы не такая. Выдумщик интересных идей для заработка. Каких-то, вот знаете, даже нетрадиционных подходов, непростых каких-то подходов к этой деятельности, к работе, к бизнесу. Например, ресторан в воздухе там или ресторан в гараже. Нестандартный подход. У вас очень хорошо развита здесь фантазия. Также вы человек, который умеет сдерживать слово, умеет держать себя под контролем. Именно свои какие-то действия, высказывания. Вы знаете, что вы говорите, даете этому отчет. Старайтесь меньше выносить какой-то информации, чтобы меньше знали по Луне. Но вы не отчужденная, не интроверт. Вы скорее что-то между интровертом и экстравертом. С одной стороны, любите общество, но не настолько, чтобы. Все же иногда вы любите и тишину тотальную, чтобы вообще ни души. Умеете вы делать красивые подарки или подарки со вкусом, подарки попадаю в цель, знаю, что человеку нужно. Очень внимательная, что касается подарков, составления. Экспериментатор. Вы любите что-то экспериментировать все или сейчас занимаетесь какими-то экспериментами. Проверяете, может быть, даже кого-то. Также вы человек, который умеет зарабатывать деньги. Но здесь показывают, вы знаете, вы можете крупные идеи какие-то кому-то рассказывать. Очень красиво, может быть, рассказывать, да, что вот так, а сами вот как-то скромненько. Но вы умеете, опять-таки, умеете зарабатывать. Я бы не сказала, что здесь люди, которые гонятся за деньгами. Просто вы, если вам необходимо, вы умеете заработать определенную сумму, которая вам нужна. Да, вот такая вы. Хотя, да, от лишнего не откажетесь, если оно приходит легко. Почему нет? Очень страстная такая, волевая. Высказываете, возможно, вы мало говорите, но вы высказываете, что или четко, или вот напрямую правду в лицо. Не умеете вы скрывать что-то, да, льстить, лицемерить. У вас это не получается. Или ваша улыбка, если это фальшиво, то она сразу выдается. Не умеете вы. Вы очень в чем-то даже строги бываете. Да, когда вы улыбаетесь, тем более, но это видно, что это вот не ваше, что-то вы там скрываете. Так по жизни, да, вот такой человек, который старается радовать себя даже вот какими-то маленькими прелестями, радостями. Радуйтесь этому мигу, радуйтесь и мелочам, как светит солнышко. Сегодня провела хорошо день, потому что сегодня светило солнышко. Мне было хорошо, там искупались на речке или походили по камням. Ну, у каждого на свои какие-то, да, радости. Но это могут быть мелкие радости, но от этого вы испытываете эйфорию, да, вот какую-то огромную. То, чему не радуются многие, да. Вот как-то вам так. Для счастья мало надо. Вы какая-то, знаете, из ряда таких людей, которые какие-то индивидуальные. Я говорю, у вас определенно какие-то вот даже выдумки, идеи, они будут какими-то оригинальными, интересными. Вот хочется даже на каждую вашу идею поставить какой-то патент, понимаете? Есть такое. То есть люди, которые могут быть в какой-то степени даже
инноваторами, вот создавать что-то новое. Я говорю, то, что вы женщина, которая, в принципе, соблюдает какие-то правила, консервативная можете быть, придирчивые к людям и к себе, к людям тоже. Вы знаете, вот как-то вы любите какой-то порядок или строгость какую-то. Строгие костюмы, строго все по полочкам, сложено. Начиная от А, заканчивая до Я. Вот книжечки так должны как-то в определенном порядке расположены, по цветам, может быть, по алфавиту там на полке, да, и так далее. И так во всем, вот какая-то строгость, чтобы не было пылинки, чтобы не было капелек там на столе, да, вот что-то такое есть. Ресурсная вы женщина и деловитая. Возможно, ваш стиль – это деловой стиль, или он вам к лицу. Вы вот как оденете вот что-то такое деловитое, так сразу, знаете, вы именно с виду воспроизводите такое впечатление, что вы вот какая-то бизнес-вумен, да, такая вот деловая женщина. Что-то у вас есть. Манерность какая-то тоже такая деловая, деловитая. Возможно, люди даже замечают. Есть разбитое сердечко, да, есть какое-то такое неприятное ощущение на сегодняшний день. Есть какое-то переживание по этому поводу. Есть даже то чувство, что для меня, да, такой вот привередливой и ровненькой нету в этом мире, да, такого же человека, который подходит мне. Не такого же, а именно который мне подходит. Вот я же такая придирчивая. Может быть, да, я перестаралась или нет. Просто вокруг вас не те. И то чувство, да, вот как будто бы вы, может быть, притягиваете не тех, и тем самым, да, выбираете не из тех. Вот такое может быть. Вам здесь нужно немножко включить какую-то такую легкость. Пусть даже и напускной. Включите легкость, такую женственность. Снимите с себя вот эту вот служебный роман. Помните, да, эту директрису? Есть такое что-то похожее. Вы любите жить по каким-то правилам, установкам себе. Есть какой-то рацион, может быть, диета правильного питания или очень много каких-то правил. Также вы, знаете, боитесь показаться тем, кто вы являетесь на самом деле, обществу, потому что боитесь, что вас кто-то осудит. Вы говорите себе вслух, что да мне плевать. На самом деле вы боитесь, что вас кто-то осудит. Что вы кашлянули, когда, да, шел спектакль, что вы там еще чего-то оделись не так, или краситесь не так как-то, или из ряда вон. Но здесь, знаете, вы на самом деле из общества выделяетесь, и из-за этого, да, на вас обращают внимание, могут даже показывать пальцем, или пристально как-то смотреть, или смотреть, открыв рот. И вам на фоне этого может казаться, что я какая-то не такая, а мне, может быть, стоит подобать обычным людям, да, вот как-то так. Ни в коем случае. Оставайтесь такой, какая вы есть. Здесь какая-то есть уникальность. Здесь какая-то есть изюминка в этом. Хорошо, давайте смотреть дальше. Если с вами резонирует портрет, давайте посмотрим, кто думает о вас по ночам. Какой-то любвеобильный мужчина. Знаете, здесь какая-то пошлятина вот пошла опять. То есть здесь у человека чувство, да, вот я бы ей того-то там, да, или я бы ей там устроил, да, в постели. Вот что-то такое. Да, какая-то извращенность. У меня такое чувство даже, что это какое-то ночное время на самом деле суток. Вот по ночам, да, как мы и спросили. Как наступает ночь, да, человек о вас пытается здесь фантазировать, мечтать. Вот и есть такое дикое желание схватить вас. Знаете, чтобы вы или брыкались, или вот что-то были завязанными руками, глазами, вот что-то, какие-то такие моменты. Знаете, вот есть вот тип одежды, да, там всякой определенной в этом плане.
И вот что-то вот на вас такое, там, латексы всякие и прочее, вот что-то вот, чтобы вы были в таком, чтобы связать руки, вот что-то. Он не просто мечтает, да, здесь человек очень так остро фантазирует, и притом здесь кажется, что это наяву. У него очень много каких-то есть картинок, фотографий именно обнаженных женщин, вот что-то такое, или на стенке висят. Знаете, вот есть такое, да, вот раньше вот вешали куда-то всякие плакатики, вот что-то у него такое есть. Скриншоты, может быть, или фотографии в телефоне какие-то. Он вас очень сильно выделяет, что вы подходите в эту роль, да, вот вы такая главная. Смотрите, здесь император и королева. То есть вы подходите на эту роль, и вы самая такая, как он считает, да, вот именно женщина, которая вот светит этим, пахнет этим. Притягиваете его внимание остро, сильно. Но это только мечты. Да, чего-то исполненного я здесь не вижу. Здесь то чувство, как будто в жизни, в обычной, в реальной, да, это человек очень, знаете, такой деловитый, серьезный, да, вот такой вот, даже скромный по внешнему виду. Но вот фантазия у него очень бурная. Такое чувство, как будто бы на него не обращают вообще женщины внимания. Здесь есть какой-то голод по женскому именно телу. Да, как будто бы доступ к телу женскому закрыт. Или у него никого нету, да. Очень любвеобильный мужчина. Вот кто не спит по ночам. Давайте еще посмотрим, кто он такой. Это, знаете, есть такие люди, вот посмотрите, он не урод, он далеко не урод, он красивый. Но здесь очень много каких-то, знаете, комплексов, и человек-одиночка. Притом он красивый. Но он не может вот это вот правильно общаться или вот как-то вести себя в диалоге с женщинами, да? Он очень много обращает внимание на какие-то детали своего тела, себя. И тут чувство, да, как будто бы сейчас как-то закрыт этот доступ к женщинам. Такое чувство, как будто бы у мужчины было очень много каких-то дорог, было что-то даже в машине, да. Но сейчас вот как будто бы все, точка. И сейчас вот голод. Может, он где сидит? Ну, хотя он в себе сидит, он в себе закрыт. Он почему-то никого не подпускает. Что-то ему в себе, есть такое, да, чувство, не нравится или не идет, не работает что-то в его теле. Ну, вот что-то такое. Сломано, может быть, что-то. Психика, наверное. Знаете, он соблюдает какую-то здесь меру в чем-то, вот от женщин. И голод есть. И знаете, такое чувство, как будто человек вообще отказался от женщин. Вот буду смотреть какие-то фильмы или фотографии, и мне этого достаточно. Он не хочет, да, подпускать почему-то. Странно. У него какие-то слишком замашистые, так скажем, фантазии, которые бы, возможно, отпугали бы всех. Да, то, о чем он думает. Может быть, на самом деле какая-то извращенная психика. Но здесь, знаете, такое есть, вот смотрите, да, вот брать как-то силком, какое-то, может быть, даже слово, по слову насилие, да, вот что-то такое вот, ну, неприятное. Навряд ли бы вам это понравилось. Да, здесь все женщины как будто бы из-за этого, может, и шарахаются от этого человека. Какой-то извращенец. Ладно, смотрим дальше. Кто еще думает о вас по ночам? Что думает?
Еще, опять-таки, мужчина. Мужчина думает. Ну, почему-то к вам доступ закрыт здесь. Вы закрыты от человека, он говорит, почему? И даже не то, что почему, да, он понимает, что вы закрыты. Что все как будто бы не будет ничего. До вас не достучаться, или человек вообще заблокирован. Он пытается писать, объясняться, может быть, или говорить о чем-то, но, знаете, нету доступа, нету. Человеку остается, наверное, общаться самому с собой. Да, то есть тут все, тут точка, жирная точка. Почему? Злится. Злится, что здесь какая-то есть неуверенность, идет слово, у него неуверенность. И вот он злится, что что-то не получается. Здесь, может быть, даже человек строил какие-то планы, но все сорвалось. И здесь даже была, может быть, какая-то конфликтная ситуация, но человек вовремя чего-то не сказал, не сделал. Сейчас человек может кусать локти, которые уже далеко, или нужно, да, осознание идет, что я неправильно что-то сказал, поступил, сделал. Здесь хочется данную ситуацию решить силком. Пытается вот как-то очень долго обмусоливать. Здесь увидит какой-то ваш рост, поднятие в чем-то, да, вы поднялись в чем-то, вы даже выступили где-то, да, или показали себя во всей своей красе. У человека вообще крыша поехала. Человек сейчас, да, может даже вас искать в толпе. Или человек как будто бы шел и увидел кого-то, но вот что-то ему показалось похожим, да, что это вы были. Сейчас какие-то сопоставляют факты вот с этим. Здесь очень много мыслей о том, что это конец. Это конец. Это уже все, это назад не вернуть. Что вас не вернуть в эти отношения, что шансов больше нету, что ничего уже не выйдет. В чем-то она поставила точку. Она так решила. И точка. Знаете, человек даже готов пойти на какие-то потери, на какие-то траты ради того, чтобы вы были снова вместе. С вами человек себя чувствовал мужиком, когда вы были даже рядом, когда вы стоите рядом, он уже чувствует себя, что он сильный, красивый, самый-самый, да, вот когда вас нет, он чувствует полный ноль. Такое чувство даже, когда вы ушли, вы оставили ситуацию так, что он почувствовал себя дураком. Обезоружен человек. Такое чувство, как будто бы человек или выпивает, или вот что-то может принимать ради расслабления своей вот психики, своего какого-то накаленного состояния, ради того, чтобы расслабиться. Но вот как будто бы, знаете, еще хуже, подогревает этим ситуацию. Он вас или с кем-то видел, или вот реально человек искал вас глазами среди других людей. Может быть, даже там, где вы постоянно появляетесь. Он ходит в те места, в которые ходите вы. Ищет вас. Хотя бы просто увидеть. Да, вы реально человеку как будто бы здесь мерещитесь где-то, вот смотрите. Да, она мне мерещится. Человек сходит с ума. Знаете, он сейчас осознает то, что он вас очень сильно любит. Только сейчас до человека что-то доходит. Что это любовь. Да, что вас не найти нигде такую среди кого-то. Да, похожую там и так далее. Это будет не то. С вами можно даже построить серьезные отношения, с вами можно, да, родить детей, построить дом. Но здесь и желание какое-то такое физическое, да, вас как-то даже и просто обнять очень сильно хочется. Но вы закрыты, закрыты для него. Тотально закрыты.
Кто еще думает о вас по ночам? Здесь о вас думает женщина, королева кубков. И вот смотрите, такое чувство даже, что чувствует себя должной вам. Или вы ситуацию сделали так. Да, здесь может быть, вот она переживает, почему вы сейчас не общаетесь, да, вы закрыты от нее. И она об этом переживает. И такое чувство даже, как будто бы вот она чувствует внутри себя, что она вам что-то должна. И в тот момент, когда вы что-то сделали для нее, вот в тот момент нужно было, как она считает, да, и расплатиться. Что-то вам дать, как-то чем-то отблагодарить. Или вовремя вернуть вам. А сейчас, даже если вернуть, как будто бы чего-то не восстановишь, да, или также может думать о том, что, может, дружбу не восстановишь, может думать о том, что вы не общаетесь потому, что она у вас что-то взяла или воспользовалась чем-то, да, и не вернула. Считает, что вы на нее злитесь. Кстати, здесь какие-то есть факты определенные, да, которые она вспоминает о вас, моменты. И вот думает, что вот из-за этого, и это правда, да, какая-то, что вы обижены, вы злитесь. Потому что есть какие-то мотивы или ваши телодвижения, там, взгляды и так далее, общение может быть какое-то сухое. Из-за этого вы злитесь. Считает себя должной, и ее это очень сильно тревожит. Где-то может вас просматривать, может быть, через карты. Не она сама, а она куда-то платит, ходит, просматривая вас. Знаете, вам даже если и вернет она долг, вам это не сделает погоду. Или что-то не сделает погоду. Вы на самом деле можете на тот момент были в чем-то обижены на данную женщину. Какое-то несправедливое отношение по отношению к вам было. И вот знаете, вы как-то отвернулись, закрылись от данной дамы. У вас есть даже из-за нее потом какие-то проблемы могли быть. Да, какая-то вот ситуация была неприятная. И вот вы как-то отдалились. И она это почувствовала или увидела, да. Здесь какая-то даже есть у вас тоже обида. Угу. Она чувствует, когда вы злитесь, такое чувство, что у нее или покалывает сердечко, или вот сразу же, да, прилетают мысли о вас, когда вы думаете. То есть как телепатия некая. Очень часто и думаете вы и она. Знаете, вот будет какая-то расплата у данной женщины, или уже была. Это, вы знаете, когда что-то забрало, или что-то она, может быть, ценное потеряла, она сразу почувствовала, что это и был тот долг, который она должна вам. Знаете, как будто вот забрало именно через какую-то ситуацию. Ситуация могла быть нелегкая, да, или очень тяжелая. Я бы сказала, забрало в чем-то дорогом, ценном. Или заберет еще. Здесь ее не устраивает вообще в целом ситуация между вами, и как что-то между вами произошло. Или перестали вы общаться, или стали холодны. Кстати, ваш игнор – это вот, как знаете, игла в сердце. Да, вот что-то такое больно, задето и до сих пор вспоминается. Другие обиды со стороны других людей, это вот как-то ровно, да, все равно. А вот вы умеете, да, или смогли как раз-таки вот именно уколоть по самому больному. Вот ваш игнор, это вот на самом деле для кого-то это прям страшно. И вот конкретно в случае ее это страшно. Да, она чувствует себя какой-то
неприятная к себе же. Что-то такое есть. И то чувство, когда она видит вас, да, вы что-то получаете, вы в чем-то удовлетворены полностью, вы наслаждаетесь жизнью, да, например, деньгами, заработками, работой, у вас в жизни в чем-то подфартило, повезло. Да, она видит ваше какое-то настроение или состояние, или вид ваш. Но здесь очень может быть или далекое расстояние, или долго вы уже не общаетесь. Вам уже и не интересно. Даже если бы человек вернулся в вашу жизнь, да, вот подружка ваша или кто, вот вам уже не интересно. У вас какие-то свои, так скажем, перспективы, работа, да, в чем-то вы крутитесь. Вам скорее больше это важно на сегодняшний день. То есть вас вообще не интересует ее жизнь. У нее очень много страхов. У нее страхи, знаете, в чем здесь больше? Что вы будете мстить. Вы будете мстить, а вам совершенно по боку. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.